Слово для выступления предоставляется обращающейся стороне Ботубаеву Нурмамату Айдарбекович. Прошу пройти к трибуне. Сейчас, секунду, уважаемые участники заседания. Стенограмма у нас осуществляется, поэтому просьба говорить только при включенном микрофоне, это первое. Кроме тех, кто стоит на трибуне и говорит, остальные могут, в общем-то, говорить с места и задавать вопросы и отвечать в том числе. Хорошо? Да, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Конституционный суд Кыргызской Республики и участники процесса, поводом к настоящему обращению в Конституционный суд Кыргызской Республики с настоящим ходатайством послужили принятие Жоғарғы Кеңешем Кыргызской Республики статьи 95 Уголовного кодекса от 28 октября 2021 года за номером 127, которая не соответствует требованиям части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики, выражающимся в следующем. Как вам известно, согласно части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики, в Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. В соответствии с частью 5 статьи 76 судимость Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года за номером 68, утратившего силу с 1 января 2019 года, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. Статья 95 действующего Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года за номером 127 такую норму, предоставляющую осужденным безупречного поведения право снятия судимости до истечения срока погашения судимости, не содержит. Следовательно, указанная статья 95 действующего Уголовного кодекса Кыргызской Республики противоречит части 2 названной статьи 56 Конституции Кыргызской Республики, отменяя права осужденных на снятие судимости досрочно, в том числе осужденного приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 11 апреля 2022 года по части 2 статьи 319 Уголовного кодекса Матисакова, в отношении которого приговор исполнен, и он имеет безупречное поведение после отбытия наказания. В связи с изложенным, мой доверитель Шарапов Джаныбек просит признать статью 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года за номером 127, противоречащей части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Я окончил. Спасибо. Так, представитель Жоғарғы Кеңеша, у вас есть вопросы? Никак нет. Пока нет. Пока нет. Уважаемые коллеги, у вас есть вопросы? Ну, в таком случае у меня есть вопрос. Вообще, вот погашение судимости с вашей точки зрения по истечении установленного законом срока, он разве не предполагает безупречное поведение? Вообще, что имеется в виду? Вы мне скажите, в вашем понимании, да, вот что такое срок, установленный законом погашения судимости? Если человек осужден в такой-то мере наказания, то срок погашения судимости происходит только по истечении такого-то времени. Какую цель преследует и вообще, что это означает с вашей точки зрения? Да. Мы ведем речь о досрочном погашении судимости. Нет, я говорю об обычном сейчас. Обычно, вот, да. Установленном законом порядке.
Я задам по-другому вопрос, я понял, да? Вы извините, по-другому. Чем отличается безупречное поведение, скажем, которое позволяет человеку обратиться в суд заблаговременно до истечения срока, погашения судимости, и погашение судимости по истечении срока? Ну, по нашему мнению, отличается тем, что лицо осужденное ведет себя безупречно, например, добросовестно, значит, отбывает наказание, приносит пользу обществу, государству, и никаких замечаний со стороны государственных органов не имеет. И в этом, мы считаем, нет смысла, следовательно, нет смысла, значит, ограничивать его в гражданских правах. А то, что погашение судимости в установленном законном порядке, тогда таких заслуживающих внимания обстоятельств для снятия судимости, мы считаем, не имеется. В то же время... То есть там возможно, скажем, не снятие судимости в том случае, если за это время он заново будет осужден, да? Да. Правильно? Может быть и такие обстоятельства. Но если он заново не осужден, с него в любом случае снимается да, судимость. Да. Ну, ваша позиция ясна. Как вы относитесь к такой теории права, которая, в общем-то, существует в мире, да, что человек, если отбыл наказание, он уже, как бы, так сказать, расплатился с обществом и государством. И в дальнейшем, что вот этот факт, то, что он привлекался к уголовной ответственности, нигде и ни в чем не должен, как бы расцениваться или применяться. Ну, мы считаем, что... Вы понимаете, да, снятие судимости это продукт советского права. Мы здесь рассматриваем только вопросы права. В этом суть конституционного судопроизводства. Поэтому я спрашиваю вас, да, вот суть вообще это продукт советского права снятия судимости и вообще, скажем, применение последствий, да, того, что человек когда-то привлекался к уголовной ответственности. Раньше было еще хуже, да, когда это влияло даже на, скажем, судьбу даже близких людей осужденного. И эта ситуация продолжалась до буквально недавнего времени. Да, вот здесь не дадут соврать сотрудники спецслужб, которые, в общем-то, учитывалось даже, скажем, подобный статус осужденного, близкого родственника, это влияло на судьбу в том числе этих сотрудников. Да? И это на самом деле продукт. И ваше отношение к тому, что вот если человек совершил преступление, он полностью отбыл наказание. И вот, в общем-то, по другим видам права, это континентальное право, англосаксонское право, которое признает, что он рассчитался с обществом, он отдал, так сказать, свои долги обществу. Да, Ваша честь, в этом и заключается наше обращение. Судимость лица влияет не только на его судьбу, но и на его, значит, близких родственников. И поэтому мы считаем, что такая норма погашения судимости досрочно должна присутствовать в законодательстве Кыргызской Республики. Ведь это не зависит не только от желания осужденного. Тут же, значит, для снятия судимости, значит, запрашивается мнение надзорных органов, которые тщательно изучают этот вопрос, потом дают свое заключение. И по закону логики тоже, если человек отступил, что-то совершил неправильное, если он осознал, как бы пересмотрел свое поведение, то
и общество тоже прощает такие нарушения. Ясно. Я бы Для так чего вот в данном случае там человек, которого вы представляете, какую цель преследует, скажем, снятие судимости? Для чего ему это было необходимо? Ну, насколько я знаю, этот человек очень сожалеет, что он переступил закон. Значит, как я уже сказал, он уже как бы не молодой человек, он беспокоится не только за свою судьбу, за свою семью, за своих родственников, за своих потомков. Вот. И мы считаем, что это заслуживает как бы... Не, может быть, он, я не знаю, вы имеете в виду, что он идет на какие-то выборные должности, может быть, какие-то государственные структуры, которые требуют, скажем, это тоже имеет место быть или нет? Ну, мне об этом неизвестно, но... Мне об этом неизвестно. Ну, ясно, хорошо. Спасибо, присаживайтесь.